приветствую вас, всю нашу аудиторию. И, пользуясь случаем, хочу выразить глубокие соболезнования родственникам погибших вчера, позавчера, вот все эти дни, тяжелые, ужасные дни. И выразить полную поддержку и солидарность с украинским народом в их борьбе за свободу и независимость. Огромное спасибо украинскому народу, который держит сегодня этот удар за всех нас и за весь мир. Вам огромнейшее спасибо за эти слова. И это очень ценно на самом деле. И вы знаете, действительно, да, Россия массированно обстреливает украинские мирные города. И то, что произошло вчера, позавчера, я давно такого не помню. Я вне кадра с вами делился своими ощущениями. Правда, было очень страшно и последствия ужасающие на самом деле. И вот все это произошло сразу после телефонного звонка Трампа и Путина. Получается так, что итог этого телефонного звонка следующий. Трамп публично сообщил, что Путин отказался от любого перемирия и будет продолжать достигать своих целей. Скажите, пожалуйста, а что дальше? То есть получается, что Трамп ничего сделать не может? Он обещал, он грозился, он пряником, он кнутом, а сейчас вот он уже публично говорит, что Путин будет продолжать достигать своих целей, и он обстреливает Киев и другие города. У меня к вам вопрос, а что Трамп планирует делать дальше? Да? То есть как-то наказывать будет, как вы считаете? Я думаю, что до позавчерашнего их разговора и Путин, и его администрация, Трамп и его администрация, они пытались спасти Россию. Но дело в том, что Путин на сегодняшний день не может это допустить и принять. Все, что до сегодняшнего дня говорил Трамп и делал Трамп, чтобы спасти и Путина, и Россию, на этом всем Путин поставил крест. Когда он открыто, публично заявил о том, что несмотря ни на что, несмотря на все потуги и на все пилюли, сладкие пилюли, которые дает ему и России Трамп и его администрация, он будет добиваться своих целей. То есть разрушение украинского государства. Первоначальные цели и задачи, которые были поставлены перед началом войны, что он должен добиться этих целей. Это означает разрушить полностью украинское государство. А это ни в коем образом не входит в планы на самом деле ни Трампа, ни администрации, ни Америки и ни Европы. И то, что произошло, мне кажется, что дальше уже заигрывать с Путиным у Трампа не осталось вообще никаких шансов. У него нет таких возможностей дальше заигрывать, называть его другом, потому что каждый его разговор, каждое обращение Путина разговор Трампа с Путиным, оно уносит сотни человеческих жизней украинцев. Это разрушенные города, это массированные бомбардировки гражданского населения, факт устрашения. Принципом пытается устрашить украинский народ. И это все сопровождается именно в тот момент, когда Трамп начинает говорить или разговаривать с Путиным. После каждого разговора, в принципе, это так и было. И поэтому я думаю, что сегодня Трамп начал осознавать, что происходит. И вот то, что Зеленский, президент Украины, пытался доказать Джиду Венсу и ему еще 3 месяца назад, что ни о какой дипломатии вы с ними не можете говорить. На самом деле президент Зеленский разговаривал с ними как со сторонниками свободного мира, как с лидером свободного мира. Пытался им доказать и убедить их в том, что только сила и силовые методы возможны укротить строптивого Путина и Россию, которые сегодня развязали абсолютно ничем не обоснованную, совершили непровоцированную со стороны Украины агрессию. И он перед тем, как начать эту агрессию, он озвучил свои позиции по отношению. И претензии у России и Путина были больше к западному миру, чем к самой Украине. Вот в его первых ультиматумах, которые он направил и в Совет Безопасности,
ООН и генеральному секретарю НАТО. Вот все это, и Путин сегодня продолжает. Он не называет, что он требует вернуться к границам, границам 91-го года или 97-го года. Но он каждый раз озвучивает, что задачи, поставленные перед началом российской агрессии Украины, он хочет их выполнить. То есть он косвенно заявляет о том, что он именно в этом направлении и движется. И мне кажется, теперь уже и даже Трампу стало понятно, с какой целью эта война была начата, и его позиция, и его отношение к западному миру, ко всему. И вот ту коалицию, которую Путин сегодня создал, вокруг себя собрал диктаторские режимы, в принципе, Китай, Иран, Северная Корея, это не совсем большие друзья Соединенных Штатов Америки, но они сегодня являются очень большими друзьями Путина. И в этой ситуации у Путина не получится дружить и с Трампом, и с Ким Чен Иром, и с Ираном, и с Китаем. Это невозможно. А еще я думаю, что Путину не помешало, вернее, Трампу не помешало бы посмотреть, как себя ведет, не к эфиру будет сказано, как Путин ведет себя с Кадыровым. И как он позволяет себя вести с президентом Соединенных Штатов Америки, с Дональдом Трампом. Вот единственное, вот даже вот если одну эту параллель показать Трампу, донести до него, да, как он унижается перед Кадыровым, его бандитами, ездит туда, извиняется, дает им какие-то награды. И в этой же ситуации, как он себя ведет по отношению к Трампу. Я думаю, что вот понимание вот этого уже начало происходить, потому что мы впервые видели Трампа, когда он говорил раздраженно и говорил о своем разочаровании. И, конечно, я думаю, что относительно следующих и последствий этого разговора он обсуждал уже и с президентом Зеленским. Как вы думаете, Трамп наивно полагал, что остановив военную помощь Украине, Путин изменит свое решение по поводу перемирия или как? Дело в том, что, Юрий, почему-то все говорят о том, что он приостановил доставку оружия Украины, но почему-то сбрасывают со счетов, что он снял санкции с банков, российских банков, которые сегодня финансируют... Это в ту же копилку, кстати, да. Эту войну. Самое главное, это было вот это, говоря и разговаривая о том, что какие жесткие они санкции объявят против России, и в это же время перед этим разговором Трамп снимает санкции. И последнее, он еще заявляет о том, что он прекратил поставку оружия, вооружения. Потому что он сам не стал это озвучивать, помня предыдущие случаи, когда он первый раз приостановил поставку оружия и информацию, которой они делились. И поэтому они решили сделать это через Пентагон, через министра обороны, якобы это их самостоятельное решение. Такого не бывает. Но дело в том, что на самом деле это было последнее, что Трамп хотел и предложил Путину, чтобы спасти и Путина, и Россию. И Путин просто наплевал, просто плюнул ему в глаза, в лицо и сделал это публично после своего разговора с ним, начав массированную атаку Киева и уничтожив, убив сотни, десятки пострадавших в результате вот этой атаки среди гражданского населения. И это было демонстративно сделано не по каким-то военным объектам, не по линии фронта, а именно по мирным городам, по мирному городу. Это была демонстрация того, что он никоим образом не готов принять никакие подачки со стороны Трампа, и что он будет вести ту войну, которую он развязал еще 3 года назад. И как бы сегодня Трамп не пытался отмежеваться от этой войны, называя ее войной Байдена, уже эта война давно Трампа. Но только Трамп
в этой войне до вчерашнего дня или до позавчерашнего дня он находился на стороне Путина. И они вместе с Путиным воевали против Украины до вчерашнего дня. А вот как он себя будет вести и чью сторону он возьмет дальше, время покажет. Ну а как вы считаете, как себя Трамп может вести, если смоделировать? Знаете, Юрий, я не хочу как бы комментировать, потому что я послушал заявления и высказывания и комментарии президента Украины Зеленского. Мне кажется, что есть полное понимание того, что и как они себя будут вести. Я уверен в том, что поставки вооружения в Украину, они не остановятся и не приостановятся, они усилятся. Ну да, Трамп с самого начала избрал как такой формат все делать через Европу. Я думаю, что он так и будет поступать и дальше. Это позиция уже не только Трампа, но это позиция Соединенных Штатов Америки в этой войне. И поэтому, мне кажется, помощь и поддержка будет продолжаться, и она усилится. И дальше уже, если Трамп окончательно понял, что с Путиным ни о какой дипломатии речи быть не может, он должен сделать ставку на силовое решение. А это для американцев на сегодняшний день это абсолютно реально. Они могут это сделать. Но война, между тем, будет продолжаться и в этом, и в следующем году. К сожалению, никто не может сказать, когда она может остановиться, потому что, вы знаете, война – это такая вещь, она начинается не внезапно, но может остановиться внезапно. Я исхожу из примеров, из нашего опыта. Никто не предполагал в 1996 году, в июле месяце, никто не предполагал, что в сентябре Россия капитулирует и остановится война в Чеченской Республике. И поэтому все возможно в этой жизни. Самое главное, украинцы и украинскому народу нужно осознать, что другого выбора, кроме как не проиграть эту войну, у украинцев, у украинского народа и у Европейского Союза просто другого выбора нет. И поэтому я думаю, что все мы должны делать так, чтобы мы выдержали это. Есть ощущение, что Россия теряет влияние на Южном Кавказе, ну, в свете последних событий. Знаете, Юрий, я вот с первого дня прихода Путина к власти, вот с 99-го года, начала взрыва домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, это все было сделано для того, чтобы начать вторую военную кампанию. Для этого были взорваны эти дома и привели к власти Путина, и началась вторая военная российско-чеченская кампания. А на самом деле, если исходить из реалий, вот то, что сегодня оккупированная Чечня и свободная независимая Чечня в те годы, мы в соответствии с теми соглашениями, которые были подписаны с Россией, мы были больше интегрированы в Россию, чем сегодняшняя оккупированная территория. И я с этого времени говорил, все, что делает Путин, и все его такие так называемые тактические победы, это стратегическое поражение. На самом деле так и произошло. Вот в результате победы над Грузией, которая ему сейчас кажется, настолько Грузия сейчас отдалилась, независимо от того, что Иванишвили держится у власти и сохраняет, но сама Грузия ментально освободилась от России, и она никогда больше не будет той страной, которая будет интегрирована в российскую политику, в российскую идеологию и с Россией. Точно так же мы наблюдаем сегодня из-за войны, которую Путин развязал в Украине, он потерял Армению, Азербайджан, Грузию. Кавказ сегодня полностью выходит из-под влияния России. И это демонстрирует сегодняшняя ситуация. Не только конфликт между Россией и Азербайджаном, а дипломатические отношения, которые выстраивает Армения и Турция. И вот этот показатель, в принципе, сегодня и выводит русистов из себя. Как это так? Мы заняты благородным делом, возрождением Советского Союза, СССР, воюем в Украине, а тут наши младшие братья нас предают. Вот эта реакция. Это на самом деле произошло. Вот с момента, когда Путин развязал войну в Украине, с этого момента Азербайджан и Турция решили вернуть Карабах. А сегодня Пашинян
зная и понимая, что на Россию рассчитывать не приходится, он признал все давно всем известные факты, факт, как Карабах – это часть Азербайджана, он признал этот факт и выстраивает свое отношение и с Турцией, и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки. То есть мы сейчас исходим из принципа, это советские коммунисты, большевики разделили Кавказ на южный и северный. Им так было проще управлять этим регионом, и поэтому они его разделили. Кавказ – это единый организм. И сегодня мы наблюдаем, да, мы раньше времени попытались избавиться от России, я имею в виду Чеченская Республика и Северный Кавказ. Но до тех пор принцип прилива и отлива, он имеет свою силу. Вот как Россия укреплялась на Кавказе через Грузию, Азербайджан, Армению, вот точно так же сегодня освобождение всего Кавказа начинается с этих регионов, с этих стран. И я уверен в том, что в ближайшее время, в скором будущем, Россия полностью потеряет контроль над Кавказом. А давайте вот разделим эти два кейса, конфликт с Азербайджаном и сближение Турции с Арменией. Как вы считаете, к каким последствиям как бы может привести этот конфликт, да, России и Азербайджана? К чему это приведет? Ни к чему, никакой войны не будет. Азербайджан уже четко занял свою позицию. Они понимают, что сегодня Россия никак не может развязать войну. Пока идет война в Украине, они не могут. Просто Путин был уверен перед тем, как начать войну в Украине, что он решил все вопросы на Кавказе. И подавив Чечню, оккупировав снова 2008 год, снова решив проблемы с Южной Осетией, Абхазией, навсегда привязав Россию, вернее Грузию к России. И с Азербайджаном они вообще никогда и не предполагали, что у них могут возникнуть такие проблемы. И они были уверены в том, что Кавказ надежно и надолго, еще на 100-150 лет покорен. И поэтому он развязал. Но война в Украине, вот это способствовало всем тем уже процессам, которые прошли, и которые на самом деле инициировала и поддерживала Турция, заявляя о своем нейтралитете в войне с Украиной, называя Россию союзником, ну или в любом случае партнером, при этом решал все проблемы, связанные с Кавказом, и с Арменией, и с Азербайджаном. И дальше я уверен в том, что Турция не останется в стороне, когда начнутся процессы уже на Северном Кавказе. Интересно, почему Пашинян вдруг решил, идти на сближение с Турцией? С чем это может быть связано, как вы считаете? Нет, дело в том, что Турция это член НАТО, во-первых. Во-вторых, я думаю, следующий шаг, это по отношению к России, следующим шагом будет, что военная база в Армении, они будут вынуждены уйти оттуда. И вот это последний форпост, российский форпост на Кавказе, военная база в Армении, они должны будут оттуда убраться. И все, после этого можно считать. И, конечно же, Армения, граничащая с Турцией, ей очень и жизненно важно восстановить добрососедские, нормальные партнерские отношения, чем следовать вот этим мифам и идеологии, пропаганде, разделяя и властью путинской, вот армянский геноцид армян, турки вырезали, и вот на этом они играли все эти годы, и тем самым имели полное влияние и контроль над Арменией. Но когда им действительно Армении нужна была помощь, Россия их бросила, да? И бросила, знаете, из-за чего? Именно из-за того, что армянский народ избрал Пашиняна. Этот человек не той советской системы. Путину нужен был свой человек там. Но армянский народ сделал выбор в пользу свободы и демократии, избрав Пашиняна очередной раз президентом. И вот это, и Путин отомстил армянскому народу в войне против Азербайджана во время Карабахского конфликта. А Пашинян понял все очень правильно. Они все изначально знали, что вот все эти претензии, территориальные претензии к Азербайджану, они абсолютно исторически ничем не обоснованы были. Это была чисто российское яблоко раздора, которое они бросили между Азербайджаном и Арменией. И вот сегодня влияние
России закончилась, и все вернулось на круги своя. И Пашиняну, и Армении, конечно, сегодня жизненно важно наладить нормальные отношения с Турцией. И это будущее. Россия – это прошлое. В прошлом это и геноциды, и войны, и репрессии. А Турция – это будущее. Это спокойное развитие стран, интеграция в существующие международные структуры и полноправное членство в институтах, международных институтах. 17-летнего сына Рамзана Кадырова, Адама, называют преемником отца. А его свадьбу уже окрестили, ну, я разное там название читал, собственно, да, заголовки. Ну, коронация наследника главы Чечни. Мы действительно наблюдаем за передачей власти? И кто еще может стать преемником Кадырова? Или все это, на самом деле, все гораздо проще? То есть это измышление журналистов? На самом деле, просто я очень поражаюсь тому, что вот журналисты, которые выпячивают постоянно. И, кстати, я в начале передачи сказал, не к эфиру сказано, все-таки мы вернулись к Кадырову и кадыровцам. Так, да, вот со стороны, если люди, которые не понимают процессы, которые идут в самой России, не только в Чечне и чеченский менталитет, а даже в самой России, Чеченская республика, она сегодня оккупирована. Там сегодня может произойти все, что угодно. Но это будет только на период правления Путина. Вот сколько Путин и сколько Россия будет сохраняться, сегодняшняя ситуация будет сохраняться в Чечне, если мы ее не изменим. Я имею в виду и Украину, и Европейский Союз, и те страны, которые сегодня воюют, вернее, с которыми Россия воюет, а Россия воюет со всем цивилизованным миром, мы должны изменить эту ситуацию. Если мы сегодня Трампу покажем, что у нас есть карты еще в этом регионе и на Кавказе, плюс к тем событиям, которые сегодня идут в Южном, как принято говорить, в странах Южного Кавказа, мы можем точно так же использовать карту, чеченскую карту на Северном Кавказе и тем самым на самом деле создать очень серьезные проблемы для России. Просто не обращать внимания на эти спектакли, которые сегодня организовывают Кадыров и путинские марионетки в Чечне. Никакой самостоятельной политики у этих марионеток нет. Вот как только им скажут, да, сегодня то, что вот журналисты отвлекаются именно на эти вещи, это нужно России и Путину. Мы не говорим сегодня о тех проблемах, журналисты не говорят о тех проблемах, которые существуют в Чеченской Республике. Никто не пишет и не говорит о том, что Чечня находится под российской оккупацией, что в Чечне сегодня 70% безработица. Чечня подавлена по всем вопросам. Чечня на самом деле это конституционный лагерь, где существуют законы вообще не российские никакие, а именно законы, которые издает это полубольной человек. Вот он сказал, так и будет. Никаких других нормативных актов на этой территории не действует. Каждый день исчезают люди, каждый день репрессируют людей, каждый день насильно мобилизовывают и отправляют в Украину молодых чеченцев. Об этом никто не говорит. Все зациклились на том, что есть Кадыров-младший, Кадыров 3-й, 5-й, 10-й, женился, не женился, какие у них часы, какие... Да, это воровская страна, Россия. И Чечня втянута в эту воровскую зону и в эту систему. Естественно, там будет происходить то же самое, что происходит в России. Но в долгосрочной перспективе ни о какой передаче власти у Кадырова старшего не было никогда власти. У сегодняшнего Рамзана нет никакой власти в Чечне. У этого отпрыска, кого бы они там ни назначили или не наметили, не будет никакой власти. Потому что все решается там, в Кремле, в Москве. Вот какой план они задали, планку задали, вот по этому плану все и работает. И планка власти или полномочий Кадырова, они определены в Кремле. Никакой самостоятельности. И все, что происходит сегодня в Чеченской Республике, это под контролем России. И поэтому сегодня мы должны обсуждать не на тему, кто будет после Кадырова. Мы должны говорить о том, как нам изменить эту ситуацию. А изменить эту ситуацию возможно только привлекая внимание международных институтов и международного сообщества к
к той трагедии, которую сегодня переживает чеченский народ. Вы знаете, Ахмед Халидович, я, ну, признаться честно, до нашего с вами эфира не знал, что такое или кто такие клан Ямадаевых. Я понятия не имел, кто это вообще-то. И вот почему я на это вышел. Я смотрел интервью своего коллеги Евгения Киселева, который, ну, с кем-то проводил интервью, и вот он спросил, что жена младшего Кадырова из клана Ямадаевых. И мне стало интересно, что это вообще за клан такой. Оказывается, что это некие там противоборствующие кланы, да, Кадырова и братьев этих Ямадаевых. Разъясните, пожалуйста, может, я чего-то не понимаю, может, это глупый вопрос, да, но я, в принципе, не представляю, как в Чечне, то есть, зная, что там сейчас происходит, какие-то противоборствующие кланы существуют. Может, я неправильно понял, уж извините. Нет, дело в том, что Киселев с самого начала путает все, что происходит в Чечне. На самом деле, начиная с 96 года, они для себя какую-то выбрали ситуацию. Вот кланы. Если мы исходим из тейпового понятия клан, то это вообще абсурд, потому что и Ямадаев, и Кадыров, они одного тейпа. И никакого кланового противостояния в Чечне нет. В Чечне есть коллаборанты, марионетки путинские, которые сегодня угнетают чеченский народ. Никакого кланового противостояния или войн там нет и не было никогда. Поэтому, если даже исходить из того, что вы сказали по поводу Ямадаева и Кадырова, вот это и есть один клан. То есть они из одного тейпа. Они вместе начинали, они вместе все двигались, но они двигались не по тейповому принципу и не по клановому принципу, а по идейным соображениям своим, по предательскому принципу. Вот те, кто предали чеченский народ, Путин их объединил. И там не только Тейпа Бено клан или Тейпа Бено, там представители разных тейпов из Чечни. Но это не кланы, это коллаборанты, это марионетки, которые предали свой народ, свой тейп и свое отечество. И поэтому это все от лукавого. Это сегодня Россия на самом деле, почему говорю о Киселеве, который с самого начала, они именно так и задавали тон. Полевые командиры, половые командиры, там кланы Кадырова, кланы Дудаева, кланы Басаева. Никаких кланов не было. У нас было государство, которое на основе существующих принципов и норм международного права мы восстановили свое государство и существовали как независимое государство. Но все журналисты, которые тогда поддерживали Ельцина во всем, называя его императором России, президентом всей России, вот они и преподносили ситуацию в Чечне именно в таком виде. Поэтому они и ввели в заблуждение и международное сообщество, и тех, кто не были знакомы с ситуацией. И они до сих пор продолжают именно работать в этом ключе, представляя ситуацию в Чечне как какие-то клановые, дикие, дофеодальные периоды, когда-то где-то что-то было. Но на самом деле Чечня – это единственная страна на постсоветском пространстве, или вообще даже, я не знаю других, которые перескочили вот феодальный строй. У нас не было никогда ни князей, ни бояр, ни барин, ни баев, никого. У нас было абсолютно равноправное общество. Вот чем мы отличались и почему мы так и не интегрировались или не ассимилировали в Россию все эти годы, когда мы находились под российской оккупацией, и под царской оккупацией, и в последующем под советской оккупацией.